Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Жительница Нерюнгри стала жертвой дистанционного мошенничества. Женщина разместила на одном из бесплатных сайтов объявление о продаже квартиры. Ей позвонил мужчина, который сказал, что хочет купить ее, однако в данный момент находится за пределами города и не может внести залог наличными, но может перевести деньги на карту продавца. Мужчина сказал, что необходимо подойти к банкомату и выполнить операции, которые он будет называть. На что женщина согласилась. В итоге оказалось, что женщина лишилась 15 тысяч рублей. Когда женщина поняла, что это были мошенники, то обратилась в полицию. В разговоре со следователем потерпевшая пояснила, что знала о подобных мошенничествах, но не думала, что злоумышленники настолько изобретательны. Еще одно мошенничество, на этот раз в Мирнинском районе Якутии. Накануне майских праздников в отдел МВД России по Мирнинскому району обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенников и лишилась 50 тысяч рублей. Выяснилось, что на одном из сайтов она увидела объявление о продаже квартиры в городе Мирный стоимостью 900 тысяч рублей. Район и цена потенциальную покупательницу устроили, и женщина связалась с продавцом по указанному телефону. Продавец, представившись вымышленным именем, затребовала задаток в сумме 50 тысяч рублей и убедила покупателя, что сейчас находится не в республике, поэтому осмотр жилья будет возможен только через несколько дней. Потерпевшая перевела указанную сумму на счет подозреваемой, однако встреча так и не состоялась. Поняв, что ее обманули, потерпевшая обратилась в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личности подозреваемой и ее подельника установлены. Ими оказались 22-летняя и 24-летний сожители. В результате проверки за превышение должностных полномочий возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы одного из наследников Вилюйского района. Об этом сообщает прокуратура Якутии. В 2016 году между администрацией наследия и обществом с ограниченной ответственностью был заключен контракт на строительство спортивной и детской игровой площадок. На момент подписания документов об их приемке работы были выполнены не в полном объеме. Пытался продать украденные вещи их владельцу. Делец предстанет перед судом. Об этом сообщает прокуратура Якутии. 29-летний житель Якутска взломал навесной замок и проник в один из гаражей в городе, откуда похитил 2 мешка с щепой бивня мамонта, заготовки и якутский нож с рукоятью и ножнами из бивня мамонта. Впоследствии мешки с щепой обвиняемый продал неустановленному лицу, а заготовки договорился реализовать ранее незнакомому мужчине. При встрече покупатель, увидев заготовки, узнал их, и поскольку выяснилось, что он хозяин гаража, обвиняемый был вынужден вернуть ему украденное. В Якутске осудят женщину, укравшую более 1 000 000 рублей от продажи квартиры подруги. Об этом сообщает прокуратура Якутии. По версии следствия, в 2016-м потерпевшая, проживающая в Китае, обратилась к обвиняемой, являющейся ее землячкой и близкой подругой, с просьбой продать ее квартиру и на вырученные деньги купить другую недвижимость. По доверенности от потерпевшей обвиняемая реализовала квартиру, но другую так и не приобрела, потратив вырученные 1 150 000 рублей на погашение собственных долгов. Грузовик с топливом перевернулся и взорвался на дороге, соединяющей столицу Нигера Ниамей с аэропортом. Погибли по меньшей мере 58 человек, около 40 госпитализированы с сильными ожогами, рассказывает Артем Сторонов. По меньшей мере 58 человек погибли в результате взрыва бензовоза на дороге, соединяющей столицу Нигера Ниамей с аэропортом. Еще почти 40 пострадавших госпитализированы с ожогами 2-й и 3-й степени. Врачи говорят, что число жертв может возрасти. По данным местных властей, бензовоз перевернулся на шоссе в ночь на понедельник. Из него начало вытекать топливо. Вокруг собрались десятки местных жителей, которые стали сливать нефтепродукты. Через несколько часов внезапно раздался взрыв. К сожалению, один человек подъехал к бензовозу на своем мотоцикле и не выключил двигатель. Должно быть, проскочила искра, которая и вызвала взрыв и начавшийся затем пожар. В понедельник президент Нигера Махмаду Иссуфу посетил пострадавших от взрыва в больнице Ниамея. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.